Аллаху Акбар, Аллаху Акбар. Biz гадәтчә шулай үзебезнең чараны башлыйбыз һәм без аны рус телендә алып барабыз. Шуңа күрә беркем дә борчылмасын, ник русча дип. Чөнки безнең арабызда бар татарча аңламаган җегетләребез, кардәшләребез. Шуңа күрә инде это наше, значит, традиционное такое мероприятие, круглый стол. Мы его проводим на русском языке, поэтому пусть никого не обидит из других. Шуңа күрә мы начинаем. Альхамдулилля, значит, у нас вошло в традицию уже вот такие мероприятия, и мы каждый месяц стараемся с вами встречаться. И круглый стол — это не просто, значит, какое-то обращение хазратов или, значит, имамов, значит, а это именно как дискуссия. Поэтому вначале мы даем информацию, вы с ней ознакомливаетесь, и потом должны быть вопросы. То есть за какое-то короткое время на какие-то основные вопросы наши хазраты дадут ответ на эти вопросы. Значит, тематика сегодняшнего нашего круглого стола — это, значит, жизнь пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Это, значит, не просто знакомство. Это все-таки каждый из нас, слушая каждого лектора, он должен, наверное, задуматься о том, насколько он живет так, как жил наш пророк, саллаллаху алейхи вассалям. Это не просто, значит, получение какой-то теоретической информации, да, это все-таки размышление каждого из вас, размышление каждого мусульманина о том, насколько он живет по исламу, насколько он живет по сунне пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Поэтому это должна быть такая живая, значит, встреча. Это должно быть такой продуктивный, значит, вечер быть для каждого из нас. Хазраты готовились, значит, да. Сегодня у нас в гостях Ильнас Хазрат. Вот мне очень приятно, что он сюда приехал, да, альхамдулилля, с Челнов. Значит, кто не знает, он, значит, в мечети Сидоровка, значит, является имамом. Значит, вот, и бывает у нас тут часто, мы приглашаем его и на хутбу, и надеемся, он в ближайшее время к нам придет и нам хутбу расскажет, иншаллах. Вот. Следующий, значит, лектор — это Райхан Хазрат, наш любимый хазрат, значит, это ветеран наш, да, Шуңа күрә такой человек, значит, знающий. И он, более того, у нас здесь в Мухтасибате ответственный именно по фикху, вот именно по юриспруденции, скажем так, по масхабу и так далее, поэтому можете к нему обращаться. Фаниль Хазрат, который уже всем понравился и полюбился всем своими такими интересными, значит, заготовками, да. Здесь у нас в мечети, значит, по вечерним курсам ответственный. Он уже там что-то заготовил, что-то сейчас опять, наверное, он выстрелит какой-то такой информацией. И наш дорогой Расуль Хазрат, это заместитель Рустам Хазрата Идиатуллина, Нур мечеть, новая мечеть. Поэтому все близкие нам люди, наши хазраты, которые уже несколько лет работают и стараются для нас. Поэтому все подготовились, и с нетерпением мы ждем, значит, от них информации. Это зачитывать, да, надо? Что? Это не зачитывать, что ли? Нет? Да, ладно. Поэтому я не буду, значит, заставлять ждать и предоставляю слово Фаниль Хазрату. Пожалуйста, Хазрат. Бисмилля, альхамдулилля, вассаляту вассаляму аля расулилля, амма ба'д, ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Как мы знаем, после того, как человек умрет, у него будет ихтибар, у него будет испытание в могиле, где придут и к нему два ангела и зададут вопрос о том, кто является его Господом,
кто является его пророком и какова его религия. И каждый человек должен будет дать ответ на этот вопрос. И вот конкретно про второй вопрос мы сегодня и поговорим. Это кто твой пророк? И человек, который в действительности считает пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, своим пророком, то он не только заявляет это своими словами, с помощью шахады, приводя слова свидетельства Мухаммад ар-Расулюллах, говоря, что Мухаммад является посланником Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, однако это также его обязывает изучение его жизни, так как если ты любишь человека, если ты утверждаешь, что ты следуешь за ним, то значит ты непременно должен изучить его жизнь. Непременно должен его изучить жизнь. Посмотрим на Ибн Умара, который бывало так, что так любил пророка, саллаллаху алейхи вассалям, и так желал следовать за ним, что бывало даже он стоял рядом с колодцем, около которого любил останавливаться пророк, саллаллаху алейхи вассалям. Надевал такие сандали, какие надевал пророк, саллаллаху алейхи вассалям, и так далее. То есть это показывает его устремленность, показывает его желание соответствовать пророку, саллаллаху алейхи вассалям. И единственный путь для этого – это изучение его жизни, жизнеописания, сиры. И есть несколько причин для этого, для изучения этого. Когда человек изучает жизнеописание пророка, саллаллаху алейхи вассалям, он находит в этой жизнеописании то, как следует выполнять обязательства, которые вменил ему в обязанности Аллах, которые содержат Коран и хадисы пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Также следование пророку, саллаллаху алейхи вассалям, обязывает человека изучить его характер, изучить положения, в которых он находился. Не просто то, как он читал намаз, не просто как он держал пост, а именно всю его жизнь, как он общался с людьми, что он совершал, когда приходили трудности и так далее. Так как Аллах Субханаху ва Тааля об этом нам указывает и обязывает изучение, говоря «Лякада кяна лякум фи расулиллахи усватун хасана», и был вам в посланнике Аллаха хороший пример. Хороший пример в чем? Хороший пример во всем. Хороший пример во всем. Поэтому именно он является примером в любых аспектах жизни. Также изучение жизнеописания пророка, саллаллаху алейхи вассалям, из его изречений, его действий, это также является причиной того, что у нас прибавляется любовь к пророку, саллаллаху алейхи вассалям. И посредством этого мы получим также любовь Аллаха. Как Аллах Субхану Тааля сказал: «Куль ин кунтум тухиббуна Аллаха фаттабиуни юхбибкумуллах». Скажи, если вы любите Аллаха, если вы утверждаете свою любовь к Аллаху, то следуйте за мной, и Аллах вас полюбит. И Аллах вас полюбит. А чтобы следовать пророку, саллаллаху алейхи вассалям, истинным следованием, мы должны полюбить его. Мы должны принять сердцем все, что он говорил, все, что он совершал. У нас даже не должно быть какого-то отказа в сердце по отношению к его словам и его действиям. А для этого надо изучить, кто этот человек. Для этого надо, чтобы у нас появилась любовь по отношению к человеку, которого отправил Аллах для того, чтобы наставить нас на прямой путь. Также изучение жизнеописание пророка, саллаллаху алейхи вассалям, включает изучение тех чудес, которые совершал пророк, саллаллаху алейхи вассалям, по дозволению Аллаха. И это прибавит и укрепит нас в религии. Также
также сира пророка, саллаллаху алейхи вассалям, содержит очень много историй, связанные с убеждением, связанные с тем, как посланник Аллаха и его сподвижники доводили слово Аллаха, до того, как они пытались возвысить это слово, и посредством вот этого, когда мы узнаем, изучим это, посредством этого у нас усилится такое же желание для того, чтобы распространить религию Аллаха. Также в жизнеописании пророка, саллаллаху алейхи вассалям, очень много примеров для любого случая в жизни. Для любого случая жизни. Вне зависимости, ты являешься правителем или же ты являешься подчиненным. И эти уроки не касаются каких-то определенных групп людей, не касаются какого-то определенного момента в жизни людей, а это касается любого момента в жизни людей и касается любых групп людей. То есть есть для любой группы людей, для любого времени, вне зависимости, в цивилизованном мире он живет или в отсталом, так скажем, мире живет, в нем есть то, как этому человеку жить в этой жизни, и пример, настоящий пример для этого. Также изучение жизни пророка, саллаллаху алейхи вассалям, показывает нам пример совершенного человека. То есть мы знаем, все люди ошибающиеся, у всех есть ошибки, все совершают ошибки, однако самыми лучшими людьми являлись пророки. Их ошибки, если они совершали какие-либо ошибки, исправлял Аллах, так как эти люди доводили до нас религию и показывали так, как мы должны жить, и являлись примером, к которому мы должны стремиться и который мы не достигнем, сколько бы ни старались. Однако вся жизнь должна посвятиться именно этому, чтобы чтобы наша жизнь была похожей или в соответствии с жизнями этих людей, пророков. Однако сира, изучение истории, именно изучение истории сподвижники и табиины, и ученые очень много уделяли этому времени, даже поставили определенные законы, определенные правила для того, чтобы выявлять правильную или неправильную историю. То есть все, что мы можем найти в книгах истории, исламской истории, мы можем также убедиться в достоверности или в недостоверности этих вещей посредством того, что исламская религия, она сохранилась посредством иснада, посредством цепочек людей, которые именно изучают, историки изучают хадисоведы. Мы знаем, что есть хадисы достоверные, есть хадисы слабые, есть хадисы хорошие. И вот это все было для чего? Для того, чтобы сохранился вот этот пример для человечества в таком образе, в котором он был. И поэтому при изучении истории пророка, саллаллаху алейхи вассалям, мы должны учитывать некоторые вещи. Например, мы должны учитывать те истины, которые установил Аллах субханаху ва тааля. Например, та истина, что человечество началось с единобожия, а потом переросла в многобожие. Например, многие историки утверждали, и даже сейчас есть эта идеология, то, что религия вообще, в общем, появилась из-за того... Даже вот бывает, что братья друг друга говорят: не будь как древний человек, не будь таким-то. Как будто бы вот в древности люди были именно многобожниками, как будто люди вот ходили со шкурами и были такими невежественными. Хотя первый человек, мы знаем, Адам, алейхиссалям, был, а Аллах субханаху ва тааля научил ему всему, как Аллах субханаху ва тааля об этом
говорит в Коране, сообщает нам в Коране. То есть, можно сказать, он один из самых знающих людей был. Даже знание ангелов не соответствовало знаниям Адама об этом мире. И, например, во многих книгах истории мы можем найти, что история начиналась с веры в духов, потом это переросло в веру в каких-то божеств, потом люди начали становиться умнее и уменьшать количество богов, пока не появился монотеизм, единобожие. Потом появились более разумные люди, как Дарвин, например, и вообще начали отрицать Бога в ненадобности и так далее. Однако мы должны учитывать, что вот эти историки, которые вот говорят, рассказывают историю, они именно так смотрят на историю. И через эту призму оценивают эту историю. Сначала было многобожие, а потом появилось единобожие, а потом вообще надобность в Боге отпала. Как, например, историки утверждают, что первый единобожник был Аминхотеп IV, который призвал к поклонению к одному Богу Солнца только. И при этом появилось, вот в это время зародилось такое понятие, как единобожие. Как раз вот там и Муса, алейхиссалям, появился, наследуя это единобожие, и другие пророки, как раз вот они были близки к Египту, и вот переняли вот эти убеждения. Однако ислам утверждает, что первым было единобожие, а потом только появилось многобожие. К сожалению, среди исламских историков мало было кто вот этому опровержению делал. Например, были европейские историки, как Эндрю Ленг, который издал в 1898 году книгу «Становление религии», в которой он утвердил, в которой он привел много доказательств и теорию в том, что именно религия, когда зарождалась, у первых людей было именно единобожие, а потом только появилось, при искажении этих религий начались именно вера в духов, многобожие. Даже если посмотрим вот всякие греческие мифологии, римские мифологии, норвежские мифологии, то посмотрим, что вот у них было как? Был какой-то один бог, какая-то сила, потом она раздвоилась, потом расстроилась, потом дети появились и так далее. И вот эти высшие боги перестали вносить в жизнь людей какие-то изменения, и поэтому люди начали поклоняться более близким им богам, как бог любви, как бог и так далее, и так далее, и так далее. Даже мы видим, вот, смотря на вот религии вот этих многобожников, мы видим, что в начале их убеждений стоял какой-то один бог. То есть даже так можно утвердить то, что было сначала единобожие. Потом Вильгельм Шмидт, немецкий католический монах, написал книгу «История представления о Боге», и там в 12 томах также доказал вот то, что религия именно исторические факты приводил, и доказал то, что религия именно зарождалась как единобожие, было единобожие во многих местах. Не только он, например, в Европе смотрел, не только это, а в разных странах, и потом посредством примеров доказывал то, что было единобожие, а потом посредством вот всяких заходили изменения в религию и изменялось на многобожие. Поэтому вот очень часто, кто увлекается историей, у него также появляются некие неправильные представления, потому что человек пишет, запомните вот эту одну истину, человек, когда пишет книгу или что-то утверждает, он утверждает на основе своих знаний. Это его субъективные мнения в книге относятся. И никогда никакую книгу, помимо книги Аллаха, нельзя брать как истину. Книги Аллаха и достоверных слов пророка, саллаллаху алейхи вассалям. В остальных книгах, какой бы ученый умным не был бы, каким бы он развитым не был бы, каким бы он сообразительным не был бы, в его книгах всегда будут ошибки, потому что только Аллах захотел только, чтобы его книга была достоверной и без ошибок. Другие книги обязательно будут с ошибками. Это первое. А второе, когда человек пишет что-либо,
особенности, вот даже исторические факты, или там психология, или какие-то либо другие, он пишет от тех знаний, от тех убеждений, которые получил в окружении. Например, Платон, как бы он ни хотел отказываться от религии, которая существовала в его времени, он все равно утверждал, что есть люди, есть полубоги, есть боги и так далее. И вот эту философию и историю мира именно вот через это объяснял. И вот так многие люди, они именно пишут и утверждают именно через призму своих убеждений, через призму тех обычаев, в которых они живут. И поэтому иногда бывает, что человек совершает ошибку, берет какие-то вещи, написанные человеком, живущим в определенной стране, и переносит эту практику полностью на свою жизнь. Хотя он должен был не переносить практику, а взять какие-то пользы только. И то, что какие-то вопросы возможно решить, а не перенос всей практики полностью. И вот также история. Историю каждый искажает в зависимости от убеждений, в зависимости от того, что он хочет утвердить и какие убеждения хочет распространить среди людей. Поэтому очень важно именно в изучении истории это знать истины, которые утверждает Коран. Как, например, сказал, основа в убеждениях, то, что было у людей, это было единобожие, а потом только пришло к многобожию. Как Аллах Субхану Тааля сказал в Коране, то, что люди были единой уммой, то есть одна религия. Потом произошел раскол, появились святые, потом поклонение этим святым и так далее. И потом Аллах Субхану Тааля послал пророков, которые увещевали, которые радовали и увещевали. Также мы должны, изучая историю, в изучении истории мы должны учитывать тот факт, то, что многие историки не учитывают чувства, которые были у мусульман в начале ислама. То есть, что мусульмане, например, распространяли религию не для того, чтобы стать богатыми, не для того, чтобы стать властными, не для того, чтобы улучшить как-то свою жизнь, а их именно стремление было для того, чтобы распространить слово Аллаха, и не было в их желаниях какого-то ширка, помимо вот этого желания, что они вот это все совершали ради Аллаха только. Однако, например, историки европейские, они утверждают обратно, то, что именно исламская вот эта цивилизация именно для этих целей, арабы были бедными, арабы были унижены, у них не было царей, и посредством этого они начали вот так объединяться, потом пришли к тому, что распространили религию, и даже вот утверждают то, что когда вот смотрят, то, что самый пик, когда достигла исламская цивилизация, это 4 век, они утверждают, что вот именно вот этот 4 век был именно золотым веком ислама, а мы знаем, что золотым веком ислама это было время сподвижников, потом время тех, кто последовал за ними, и потом время тех, кто последовал за ними. А потом уже пошел спад. Хоть да, исламская цивилизация разрослась, но вот это не учитывается, не смотрится при изучении религии ислама. А мы должны вот именно смотреть на то, что самое лучшее время, это было время сподвижников именно, учитывая вот это чувство, на котором это было распространено. Также человек, историк или человек, который изучает историю, не должен смотреть подъем цивилизации или ее понижение, когда цивилизация отмирает, на то, что появилась ли у них какая-то сила маддия, то есть сила физическое, богатство, а именно должен смотреть, какими были люди в это время, так как основа вообще человечества является в словах Аллаха: «Вама халяктуль джинна валь инса илля лиябудун». «Я создал джиннов и людей для того, чтобы только мне поклонялись», говорит Аллах Субхану Тааля. И именно через эту призму должен рассматривать цивилизации мусульманин.
когда изучает историю, а не должен через призму того, насколько они были сильными или насколько были они богатыми. А должен быть именно удивляться, какие ценности человеческие были у этих людей и насколько ценными эти были человеческие качества, настолько была вот эта цивилизация, был вот этот уровень цивилизации. И также одной из больших ошибок, вот на этом закончу, когда изучается история, почему-то некоторые историки, а в особенности современные, очень часто пытаются оправдываться. То есть, например, у пророка, саллаллаху алейхи вассалям, были рабы. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, женился на более 9 женщинах и так далее. И пытаются оправдать это тем, что приводит к тому, что они начинают отрицать некоторые аяты или даже начинают отрицать некоторые хадисы. И вот при изучении именно сиры должно быть именно то, что мы не должны использовать метод отрицания и оправдывания. Почему мы должны оправдываться, когда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, был совершенным из людей? И если были даже какие-то ошибки, мы должны думать, что если бы это было бы плохим примером для будущих поколений, то Аллах Субханаху ва Тааля непременно бы исправил, так как Он нам утвердил, и Его слово не является ложью, и является истиной до судного дня. Он был для вас явным и хорошим примером, Аллах Тааля говорит. Поэтому мы должны это принять и не должны пытаться оправдать, а должны именно объяснить, в чем именно мудрость вот этих поступков. Аллах на рахмат eylesin. Вот Фани Хазрат начал издалека, потому что, чтобы понять, насколько важным пришло вот это вот пророчество последнего посланника, мы должны были немножко понять, что же было раньше и что произошло с миром, когда пришел посланник Аллаха, и как он изменился потом. Мы должны были понимать, что жили такие же люди, как и мы, также они жили в своих деревнях, в своих домах, вели свою, семейную жизнь. Были какие-то, успехи, были какие-то урожайные года, были какие-то, войны. И всегда причина этих каких-то историй, это была какая-то вера во что-то. Правильное, неправильное, единобожие или многобожие, но была какая-то вера, которая вела этот народ и к чему-то приводила в конце концов. Поэтому то, что Всевышний сделал такую милость перед последним днем и отправил Мухаммада саллаллаху для нас, и поэтому мы должны вот эту важность как-то понять, ощутить, потому что мы говорим «Ля иляха илlallah Мухаммаду Расулуллах». Наверное, первое «Ля иляха илlallah» мы вроде понимаем, но Мухаммада Расулуллах мы до сих пор еще не можем понять, потому что если бы его поняли бы это, оно бы резко было бы в наших поступках и в наших делах, и в нашей жизни. А давайте посмотрим на свои поступки и на свою жизнь, как мы ее ведем. Что говоря, в продолжении уже как пророк Мухаммад саллаллаху был с народом, да? У тебя тема такая, да? То есть, как он был в качестве посланника с людьми, продолжит наш дорогой Райхан Хазрат. Пожалуйста. Бисмиллахи вальхамдулиллахи вассалату вассаляму аля расулиллах. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Все мы знаем, что мы должны следовать за посланником Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. И все мы часто повторяем слова, то есть сунна, следование ему, саллаллаху алейхи вассалям. Но с другой стороны, мы иногда забываем, что он, саллаллаху алейхи вассалям, был, то есть человеком, и все ли его поступки, все ли его дела являются для нас сунной, являются для нас примером, то есть должны мы все повторять за ним, все его действия полностью или нет. Так как, к примеру, если речь идет о словах пророка Мухаммада, если что-то он сказал, то его слова – это закон.
так как слова это уже от Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля, это откровение, это вахи, то в этом, можно сказать, нет споров, что его слова, они обязывают нас к действию. А вот его дела, поступки, которые он совершал, именно просто дела, которые часто не связаны со словами каким-либо, то есть не подтвержденные его высказываниями, а то, что он совершал, или часто, или же редко, много, или же иногда, то вот эти вот действия, они являются часто объектом споров между учеными, хотя мы часто некоторые вещи из того, что ученые спорят, у нас легко, сунна, не сунна, любим, не любим, а ученые смотрят именно, так как пророк Мухаммад был человек, это подтверждается и аятами, так мы это знаем, все это мы понимаем, но поэтому он был и пророком, и человеком. Он остался человеком, будучи пророком, и он доносил до нас религию, он поступал согласно ней, поэтому он, совершая какие-то действия, которые иногда были связаны с поклонениями, иногда не были связаны с поклонениями, он эти вещи делал просто как человек, потому что, скажем, к примеру, есть, пить, так ведь спать, это же обычные вещи. То есть он же не мог не есть, не спать. Он же не мог, скажем, не ходить так, не может, не лежать. Поэтому эти вещи, которые делают все люди мира, без исключения, он тоже поступал. Поэтому то, что пророк Мухаммад кушал, я не говорю, что это сунна, так кушать. Если он, скажем, спал, не говорю, что нам спать сунна. Поэтому это как все делают. Поэтому эти вещи называются обычные поступки людей, которые делает человек. Но даже вот в этом, если, скажем, копать глубже, смотреть глубже, то есть посланник Аллаха, саллям, многие вещи выполнял, и там понять иногда бывает сложно, он это сделал как пророк или как человек. Поэтому ученый смотрит на то, ради чего он это делал, то есть с какой целью. То есть Мухаммад специально эти вещи делал, или же, так случилось случайно, он намеренно эти вещи выполнял, или же, скажем, с течением обстоятельств так получилось. Поэтому, например, Мухаммад, когда совершал хадж, или когда выезжал в поездку, где-то он останавливался, где-то он читал намаз, где-то он, скажем, в Мекку въехал через одни ворота, через одну сторону, выезжал с другой стороны, и так далее. Поэтому эти вещи он делал как пророк, как поклонение, или делал как человек, потому что было удобнее ему делать. Поэтому вот ученые, одни ученые говорят то, что вот Мухаммад эти вещи делал как пророк, поэтому обязывает следовать. Другие говорят, что Мухаммад совершал как обычный человек, поэтому эти вещи они не являются, скажем, сунной. И максимум, большинство действий пророка Мухаммада как человека, они являются, называется как мубах. То есть мубах, действия, которые по усулю фих в шариате означают, если сделаешь, тебе ничего не будет, ни плохого, ни хорошего, и не сделаешь, ничего тебе не будет. То есть, если сделал, нет ни награды, ни греха, если не сделал, нет награды, ни греха. Поэтому, то есть многие вещи, которые посланник Аллаха совершал, они его именно только дела, которые не связаны со словами, которые он не сказал, не подтвердил словами. Потому что, к примеру, пророк Мухаммад ел правой рукой. Это его действие. Но есть хадисы, где Мухаммад побуждал так, запрещал есть левой и говорил есть правой. Поэтому он ел правой, но он еще словами подтвердил. Поэтому в этой ситуации есть правой рукой будет сунной. То есть никто не скажет, что это просто обычай. А так как они подтверждены именно словами посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. А там, где Мухаммад совершал некоторые вещи, скажем, связанные с религией, например, он любил начинать, то есть многие вещи любил делать именно правой рукой, начиная с правой стороны. Как приводится в хадисе Аиша радиллаху анха, что кану юхиббу, он любил. То есть таяммуна, начиная с правой стороны, и приводится там, когда он в очищении, то есть в тахарате, в гусле, когда он кушал, когда он давал, когда он брал что-либо, когда он одевал обувь, когда расчесывал волосы, любил начинать с правой стороны. Поэтому там, где приводятся слова пророка Мухаммада, чтобы подтверждающие, это мы делаем как сунна. Где приводятся просто действия, то эти вещи не часто остаются на уровне только, скажем, мубаха, желательных вещей. Поэтому то есть не все его поступки полностью целиком являются сунной. То есть большинство является его действий,
для нас мубах. Мы можем это делать, можем не делать. То есть, и если делать не будем, нам из-за этого греха не будет. Если сделаем, то есть вопрос. Потому что вот Рафаэль Хат упоминал Абдуллах ибн Умар, который был такой уникальной личностью, который из-за очень большой, сильной любви к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, он делал все подряд, все, что он делал. То есть, как было сказано, то, что одевал обувь, такую же, как он одевал. Даже когда шел по какой-то улице, он именно шел по той стороне улицы, где Пророк Мухаммад проходил. Именно по той стороне. Он шел, даже когда ехал на верблюде, он ехал там, где ехал Пророк Мухаммад, салям. И говорил, что желает, чтобы копыта верблюда встало на то же место, где стояли копыта верблюда Пророка Мухаммада, салям. Даже это он делал. Он, получается, намаз читал там, где Пророк Мухаммад намаз читал. Он, даже справлял нужду, там, где справлял Пророк Мухаммад нужду. И когда Мухаммад, салям, осталась вода, он вылил в колодец, он тоже воду туда вылил в колодец. Поэтому он, конечно, из-за этого и отец порицал, Умар ибн Хаттаб, что он слишком, но и с другой стороны, он это делал же не часто как сунна, да? Он просто делал как из-за любви к Пророку Мухаммаду. Он не говорил, что это сунна, что это там награда, просто он так сильно любил и повторял за ним. И не только он один, к примеру, и более позже Умар ибн Абд-аль-Азиз, рахимахуллах, построил мечети в тех местах, в которых Пророк Мухаммад намаз читал. То есть в Медине и там в других местах, где Мухаммад намаз читал, там мы построили мечети. То есть, получается, у нас в исламе места, где многие мечети в Медине построены именно в таких местах. То есть эти места увековечены. Или, скажем, когда Пророк Мухаммад зашел внутрь Каабы, прочитал там намаз, то есть Ибн Умар там не был. Потом спросил у тех, кто были, ему показали место, и он намаз там читал именно. И тем самым, получается, он нам сохранил. То есть сохранил многие вещи, которые делал Пророк Мухаммад, салям. И Ибн Умар же он, скажем, повторял именно из-за любви. Повторял из того, что это сунна, что это там фарс или ваджиб, просто того, что он так сильно любил Пророк Мухаммад, салям. Но он никого не обязывал. И есть даже случаи, когда отец его ругал, боясь, что люди будут делать лишнее, будут слишком сильно следовать. Поэтому это еще такие примеры. Есть многие примеры, которые для многих из нас, скажем, в фикхе являются, скажем, чуть ли не фарзом или сунной являются. А ученые говорят, что Мухаммад сам эти вещи делал не как поклонение, а как человек. Пример, скажем, то, что называется джальсат истираха, когда человек, скажем, после первого раката, после третьего раката мы сидим же, то есть человек, когда после саджда, прежде чем встать, немного посидеть. Так, многие из нас, скажем, так делают постоянно, да, то есть каждый намаз, в каждом ракате это совершается, скажем, потому что приводится то, что Пророк Мухаммад так совершал, приводится хадис Малик ибн Хуайриса, что Мухаммад сам так совершал. Но ученые смотрят не только то, что он делал, смотрят еще, а почему делал, из-за чего, какая была цель. И многие ученые говорят то, что когда уже Малик ибн Хуайрис, молодой парень, приехал в Медину, то Мухаммад сам уже был в возрасте, так ведь, ему было там под 60, он уже был не молодой, и поэтому он так сделал. Он же не говорил ему так сидеть, просто увидел и повторил. А в другом хадисе приводится, что Мухаммад сказал, что там инни бадунту, сказал, что Мухаммад сказал, что я там мне стало тяжело, да, то есть там немного там я потяжелел, постарел, поэтому там сходу там как молодой не могу резко встать. Поэтому многие ученые говорят, что эта вещь даже и не сунна. Мухаммад сам так делал, потому что он был уже, скажем, ослаб, он стал уже постарел, скажем, и поэтому не мог быстро делать, как молодые. Поэтому он, скажем, прежде чем встать, садился немножко, потом уже вставал. Поэтому здесь часто смотрят на намерение, почему делал, из-за чего делал многие вещи. А у нас просто часто просто действие и все. Действие стоит, неважно, и почему, зачем, как, вопрос не задается, делать нужно. И если хадис, мы делаем. А почему это делается, зачем, часто вопросом люди даже не задаются, даже об этом и не думают. Также то, что Пророк Мухаммад, салям, то есть это его поступки, дела, которые как человек, обычный человек, которые часто были связаны с поклонениями и так далее. То есть они поэтому переплетаются, иногда там путаются между собой, и иногда просто отделить друг от друга бывает сложно. В то же время Мухаммад, салям, жил в Мекке, так мы знаем, родился в Мекке, он жил среди арабов, среди мекканцев, он жил то есть, в той среде, в которой он родился, поэтому то есть, дела Пророка Мухаммада, салям, которые он делал, как и все люди его общества, как все арабы, Пророк Мухаммад, салям, ездил на верблюде, так ведь, ездил же на осле, поэтому там все так ездили. Он жил в доме, который построен там из камней, там, из глины, он, скажем, одевал
одежду, которую одевали все люди. То есть то, что одевали мекканцы, то он одевал. Поэтому, когда пришел ислам, пророк Мухаммад, он же не ввел новый вид одежды, да? Он не ввел там мусульманскую одежду, которая отличалась. То есть, что одевали мушрики, то одевал пророк Мухаммад, потому что это была одежда общества. Это все так одевались. То есть никто там не выделялся, какой-то там новый вид одежды не придумывался, не вводился. Поэтому, когда одного ученого спросили, что одевал пророк Мухаммад, сказал, что то, что Абу Джахаль, да. То есть получается одинаково. То есть и Мухаммад сам даже запрещал, либо шухр называется, то есть одежда, которая выделяется. То есть запрещал, когда он одевал то, что одевают люди в обществе его, и запрещал одевать одежду, которая отличается от одежды, которую человек смотрит там, и когда пальцем показывает на него, тычет, да. Поэтому если ты что-то от себя оденешь, какие-то перья, скажем, да, все же будут смотреть, ты показ пальцем на улице, ты же будешь выделяться. Поэтому даже когда мы какую-то одежду одеваем, думаю, что она исламская, но так люди не одеваются, никто вообще. Мы просто выделяемся, все на нас смотрят показ пальцем. А Мухаммад сам такую вещь запрещал. Поэтому Мухаммад сам не выделялся. Надевали шалму, он надевал шалму. Надевал там рубаху, он надевал рубаху. Да? Надевал как накидки, он надевал накидки. Поэтому что ели люди, в обществе его, он тоже ел. Скажем, и он же не ел то, что люди не едят. Поэтому он ел то, что он привык есть с детства. То есть, что вот, чем его кормили, да, скажем, то есть, чем кормил там мама, папа, скажем, там, дядя, дедушка кормил, там, кормилица кормила, то он не питался, то он не привык есть. Поэтому, или что было, да, когда там Мухаммад, уже, скажем, ел мясо, да, потому что мясо ел, финики ел, да, любил, скажем, есть мед, любил, скажем, есть, там, к примеру, тыкву, но это же он любил как человек такой. Он же не приказан нам любить всем мед, так любить, скажем, всем нам тыкву, да, скажем, и так далее. Потому что эти вещи, они, скажем, это он так делал, но он же делал как человек, не как пророк. Поэтому, да, если человек захочет, он может полюбить то, что полюбил пророк Мухаммад, но это не обязательно. Никто не заставляет каждый из нас, скажем, есть тыкву, да, если ее не любят. Хотя некоторые сахабы, они полюбили тыкву. Они там хотели есть, да, потому что ты тоже просто полюбил. Но просто их не обязывал, ты давай кушай тыкву, ты обязан кушать, да, ее любить. Поэтому, то есть нужно помнить, что пророк Мухаммад был человек, поэтому он же как все люди. Ел, что я в то время одевал, скажем, ездил на таких животных, скажем, жил, скажем, пользуясь, скажем, посудой, там, спал на том, на чем все люди спят, можно сказать. Поэтому, скажем, эти действия, они не являются сунной. Они являются, скажем, максимум мубах, скажем, и, получается, человек хочет, может сделать, не хочет, его никто не заставит. Поэтому, скажем, не нужно некоторые обычные дела посланника Аллаха, их возводить в ранг, скажем, сунны там, или фарзы, каких-то обязанностей. Поэтому нужно немного, то есть, понимать, различать между ними, этими действиями. Поэтому, как видим, то есть пророк Мухаммад, то есть не все, что, скажем, пророк делал, как человек, как в обществе его, не все является сунной, не все является объектом следования. То есть многие из этих вещей, они, скажем, просто являются мубах. Можно делать, можно не делать. И поэтому не можно людей обязывать, это не можно людей призывать к этим вещам, поэтому нужно их отличать, хотя, конечно, есть там некоторые споры между учеными в некоторых вопросах, но в общей массе они, скажем, не являются объектом, скажем, как не является пример. Махазам именно не является подражание в этих вопросах, а просто остаются обычными делами. Поэтому, то есть, сирой, сунной, но, скажем, понимать ее, принимать ее нужно как есть, а не как, скажем, нам охота или кому-то охота, скажем, все вещи возводить в ранг, скажем, обязательного, необходимого следованию. Поэтому это, скажем, вот за эти, скажем, 15 минут это очень кратко. Здесь нужно там, целые лекции проводить, целые уроки проводить, чтобы объяснить точно все эти многие эти вещи, точнее, то есть с примерами побольше. Ну, тут можно указать то, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, если это совершал как человек, то человек, вот мусульманин, тоже примерно это должен стараться как в обществе, если это не противоречит Корану, если не противоречит Сунне, то как пророк, саллаллаху алейхи, старался не выделяться из общества, то этот человек в том, что не запрещено, тоже так же должен, беря вот как раз вот это в пример. Также можно, наверное, так сказать. Да, иншаллах. Поэтому это просто завершу, просто получается по побуждению нас, да, побуждение нам самим просто как бы чуть поподробнее, да, то есть изучать именно его жизнь, то есть не принимать, скажем, то, что он делал, как то, что это как обязанность, а немного какой должен быть фильтр небольшой, который, не мы сами, а ученые, которые объясняли, понимали, все это разъясняли, скажем,
знаю намного больше, чем все мы здесь вместе взятые. Джазакум Аллах хайр, баракаллаху фикум. Вафикум баракалла. Вот немножко только добавлю. Вот действительно, это же получается, хазраты, рассказывая какие-то темы, они нас должны заинтриговать для того, чтобы у нас возникло много вопросов, для того, чтобы мы не ограничились только этим круглым столом, чтобы у вас появилось какое-то желание получить большего знания о жизни пророка Мухаммада. Да, то есть действительно, что не просто не отличался от других, а отличался нравом, поступками своими. Да, а порой мы делаем акцент на одежду, на внешний вид больше, чем на нашу реальную составляющую нашего сердца. То есть не работаем над нафсом, не работаем над сердцем, над своими пороками, но зато мы очень хорошо, машаллах, выглядим, да, так, прямо по-мусульмански. Что говоря, я же говорю, здесь у каждого должно быть возникать какие-то вопросы, продолжение, интересно, то, что действительно есть что-то сунна, есть что-то просто поступки егошние, как человека, и в чем мы должны сделать упор, а где мы должны просто это оставить. Аллах на рахматы и райхан хазрат. Расуль хазрат, пожалуйста. Альхамдулилля, много вопросов сегодня затронуто, и еще думаю, что будут затронуты. Один из таких вопросов, который также хотелось бы затронуть в сегодняшней беседе, это то, что Аллах Субхану Тааля, несомненно, милостью для всех нас является то, что Аллах Субхану Тааля ниспослает нам Коран, величайшую книгу, Коран аль-Карим. И эта книга, она является для всех мусульман сводом, указаниями, законами, правилами, как нужно жить, как нужно добиваться милости Аллаха, как нужно все-таки прожить свою жизнь и попасть в конечном итоге в рай. Аллах Субхану Тааля ниспослает нам эту книгу и выбирает для ниспослания этой книги пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям. И теперь возникает вопрос иногда, а вот эта кандидатура пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям, а к ней какие-то вопросы есть? То есть был ли выбор пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям каким-то спонтанным, или это уже было действие Аллаха Субхану Тааля изначальным, издалека? Для этого, конечно же, мы нуждаемся в изучении сиры, то есть жизнеописания пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям. Для этого нужно и на уроки ходить, и самим интересоваться, много литературы перебирать, читать, и в конечном итоге у нас складывается именно тот необходимый минимум информации, когда мы понимаем то, что выбор пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям был не случайен. Если даже взять его как человека, как одного из нас, то можно взять просто-напросто и вернуться немножко в историю, да? Кем он был, как он родился. Многие из нас уже с сирой знакомы и знают то, что пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям родился обыкновенным мальчиком, Мухаммад ибн Абдуллах, и он родился сиротой, так как отца уже не было. Он еще был не рожден, был еще в животе у мамы, и отца не было, он был сиротой. В конечном итоге он в возрасте 5 лет остается и без мамы, а потом еще и без дедушки. Вроде бы стечение обстоятельств, вроде бы кажется, что ничего в этом нету, но изучая сиру, мы опять понимаем то, что, маша Аллах, в этом во всем есть мудрость Аллаха Субхану Тааля, чтобы люди, Аллах Тааля прекрасно знает нашу натуру, не могли найти какой-то подвох именно в этой кандидатуре. А разве был такой подвох? Да, был. Когда пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям жил с людьми, все время с рождения он жил в Мекке, он был такой же, как все, он играл, будучи ребенком. Когда он стал более-менее подростком, он начал пастушить, и в дальнейшем он упоминает: я пастушил овец для богатых людей из Мекки, и все пророки также были пастухами. То есть в этом есть закономерность какая-то, мы можем эту закономерность находить. Также мы можем вспомнить то, что во время, когда пророк саллаллаху алейхи ва саллям был ребенком,
Аллах Субхану посылает к нему ангела для того, чтобы очистить его сердце от влияния шайтана. Можно подумать, что это ничего особенного, да, может это показалось и так далее, но если вдуматься в саму ситуацию, как это все происходило, мы находим то, что оказывается, он был ребенок, но рядом с ним были другие дети. Мы часто упоминаем такие фразы, как «устами младенца глаголит истина». Так? И ребенок в возрасте 5-6 лет прекрасно знает, что такое ударить, что такое убить, что такое зарезать, что такое упасть, сломать и так далее, разбиться. Когда пророк Мухаммад, будучи еще ребенком, то есть даже еще не будучи пророком, а к нему пришел Джибриль для того, чтобы омыть его сердце и убрать оттуда влияние шайтана, дети, увидевшие все это, происходившее, прибежали к кормилице и что сказали? Они сказали: Мухаммад умер, Мухаммада убили. То есть они прекрасно понимали, что происходит. Они не говорили, что он разбился, его кто-то там бьет, его кто-то там обижает. Они четко сказали: он умер. Потому что это не какая-то виртуальная операция, которая тебе показалась, или это какой-то мираж, или это во сне было. Нет, дети прекрасно это видели, и их обмануть было невозможно. Дальше Аллах Субхану делает так, что пророк Мухаммад становится пастухом. А что это значит? То есть он находится за пределами Мекки, которая в то время уже была достаточно испорчена. Чем? Различными непристойностями, различными грехами, то есть даже сама религия пророка Ибрахима, которая была в Мекке, была искажена до неузнаваемости. Обыкновенная вещь, которую мы сегодня все знаем, таваф, это когда мы в Мекке ходим вокруг Каабы, во время пророка, когда он был ребенком, она превратилась в что-то неузнаваемое. Это был плач, это был крики, то есть изменили религию Ибрахима до неузнаваемости, да? И Аллах Субхану убирает пророка Мухаммада из этого города и оставляет его где-то вдалеке от Мекки. Пастушит овечек для богачей Мекки, и тем самым его восприятие, его видение мира не порочнено, не изменяется именно влиянием вот этих вот грехов, которые находятся внутри Мекки. И Аллах Субхану потом в Коране нам говорит: وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى, сура Вад-Духа, там есть такой аят: وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى, то есть Аллах говорит, я тебя, Мухаммад, нашел в таком виде, когда ты не знаешь ни религии, ни другие какие-то, не знаешь ни про Муса пиамбар, не знаешь ни про Иса пиамбар, ты не знаешь ничего, и я тебе дал чистую религию. То есть не нужно было потом как-то что-то менять или корректировать, это был чистый человек, у которого нет никаких искажений. Хорошо, дальше пророк Мухаммад живет. В Мекке он прослыл самым доверенным человеком, которому может доверять, который не обманывает, который не предает. И опять же мы видим то, что выбор пророка Мухаммада не является спонтанным. Не просто так, давайте-ка кому-нибудь там выберем из хороших людей в Мекке и будем ниспослать ему Коран. Нет, такого не было. А где мы видим в конечном итоге то, что кандидатура пророка Мухаммада каким-то образом подвергается сомнениям, да, в самой Сирии мы это видим, когда пророк Мухаммад начинает призывать курайшитов, мекканцев к исламу, одна из их претензий была какая? Ну неужели для этой книги, неужели для Корана не нашлось более достойного человека? Например, не знаю, может быть, из Мекки Валид ибн Мугира, да, знатный человек, а может быть, из Таифа. То есть они были согласны принять, как будто бы, Аллах тогда говорит, то, что они как будто бы были согласны принять Коран, но вот почему-то этот человек им был не совсем удобен. Хорошо. С другой стороны, мы смотрим то, что пророк Мухаммад часто очень сильно переживал по тому моменту, то, что говорили, то, что он маджнун, то есть сумасшедший. Или говорили то, что он колдун. Почему? Потому что его слова были непередаваемые ощущения. Когда он читал Коран, курайшиты ничего не могли поделать. Аллах в Коране сам говорит: если вы не согласны с тем, что Коран слова Аллаха, давайте такую же книгу. Давайте такую же книгу. Не можете? Давайте хотя бы 10 сур, подобных Корану. Тоже не получается, да? Давайте одну суру.
Давайте одну суру. То есть Аллах Субхану ва Тааля исключает возможность, то, чтобы Коран был написан человеком или же придуман человеком. Он вызов бросает. Раз вы такие умные, раз вы такие образованные, давайте, пожалуйста, напишите такой же Коран, напишите хотя бы одну суру, напишите хотя бы 10 сур. Не получается. Раз усомниться в подлинности Корана не получается, предпринимаются попытки усомниться в кандидатуре. А что нельзя было другого человека? И в дальнейшем мы замечаем, что кандидатура пророка Мухаммада обсуждается. Кандидатура Уалид ибн Мугира или Хубайб ибн Амр ибн Умайр ас-Сакафи, который находился в Таиф, тоже был знатным человеком. Может быть, все-таки он, а может быть, Уалид ибн Мугира из Мекки? Нет, не получается. В конечном итоге предпринимается попытка за попыткой, чтобы не подчиниться этой книге, не подчиниться законам Аллаха, а оставаться на своих вот искаженных, испорченных понятиях о религии, понятиях о Всевышнем. Также Аллах Субхану ва Тааля часто говорит в Коране то, что пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, я знаю то, что тебе неприятно, я знаю, что ты переживаешь, я знаю, что ты в ночных молитвах просишь у меня помощи. Почему? Потому что тебя обвиняют, потому что тебя называют колдуном, тебя обвиняют, говорят, что ты сумасшедший, но оставь, не беспокойся. И Аллах Субхану ва Тааля говорит в Коране, ты посмотри и передай этим людям. Если вы сомневаетесь в том, что моя кандидатура, то, что я пророк, давайте все-таки спросим у других людей, кто до нас был? До вас были христиане, до вас были иудеи. Давайте спросим у них, а кто у вас был пророком? Может быть, какой-то чужестранец? Может быть, какой-то инопланетянин? Аллах Субхану ва Тааля в Коране говорит, нет, всех, кого я не спосылал до тебя, о Мухаммад, были мужчинами. Они были мужчинами, то есть они были из тех людей, из тех народов, к которым они были ниспосланы. Они не были чужестранцами, они не были с незнакомой биографией, они были из тех самых людей, и поэтому ты такой же обыкновенный человек, и у тебя есть миссия, которую до тебя также несли на своих плечах другие пророки. Они также были ниспосланы в свои народы, к ним тоже также было откровение, и ты продолжаешь ту же самую миссию. У них тоже были трудности, и ты тоже будешь так же, как они, преодолевать эти трудности с терпением, и, иншаллах, Аллах Тааля вознаградит тебя так же, как вознаградил их. И пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям часто говорит, «Куль субхана рабби, халь кунту илля башар расуля». То есть он удивляется, что вам еще сказать, неужели я являюсь кем-то, кроме как обыкновенным человеком, посланником. То есть я такой же человек, я ничем от вас не отличаюсь, просто-напросто у меня есть миссия, то, что я пророк, то, что я посланник. И указывая на то, что пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям является обыкновенным человеком, можно вспомнить хадис, когда к пророку Мухаммаду пришли трое мужчин, кто-то из вас этот хадис уже знает, пришли мужчины и спросили, как он поклонялся Аллаху, что он совершал, что он делал. И когда они услышали, им показалось то, что не совсем это достаточно, учитывая наш образ жизни, учитывая те грехи, которые мы совершаем. Нет, нужно, наверное, что-то изменить. Один сказал, я буду поститься постоянно, не буду никогда, я каждый день буду ураза, я никогда не буду прерывать свой пост. Почему? Потому что пророк Мухаммад, кто пророк? Ему все грехи прощены. Ему-то можно не поститься, а вот у меня-то еще, я же не пророк, поэтому давай-ка я буду поститься каждый день. Второй сказал, а я буду постоянно молиться. Третий сказал, а я буду проводить в поклонении всю свою жизнь и не буду отвлекаться на такие моменты, как женитьба, семья, дети. Нет, это не для меня. Я буду посвящу всю свою жизнь именно поклонению Аллаха. Когда эта информация дошла до пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, что он сказал? Я такой же, как и вы. Я больше вас люблю Аллаха, я больше вас боюсь наказания Аллаха. Я самый богобоязненный из вас, но я пощусь, я провожу дни, когда я не в посте, когда я не пощусь, когда я не ураза. Я провожу время в молитве, в намазе, и я отдыхаю.
и я женюсь, у меня есть семьи. То есть у меня есть семья, у меня есть дети, ничего здесь какого-то необычного нету. Если кто-то делает не так, как я, то получается он делает нововведение. Поэтому никакого, допустим, никакой пользы в том, что ты будешь делать что-то сверхъестественного нету. Он опять подчеркивает то, что он обыкновенный человек, то, что все его поступки являются человеческими, и он и кушает, и уразу держит, и отдыхает, и намаз читает. Также у него есть семья, у него есть дети, то есть у него есть обычные жизненные заботы. В конце своего выступления хотелось бы упомянуть последний аят из суры Кахф, которую, альхамдулилля, часто приходится читать. В последнем аяте суры Кахф Аллах Субхану нам говорит: «Куль иннама ана башарум мислюкум, юха илайя аннама илахукум илаху вахид». Скажи, о Мухаммад, скажи, пророк Мухаммад, я простой человек, такой же, как и вы. Но мне идет ниспослание от Аллаха, и я информацию, которую я не знал, и не знал бы, если бы Аллах Субхану мне ее не спаслал, я ее до вас доношу. То есть сам догадаться, дойти своим умом, опытом, мудростью, возрастом, я бы этого не смог. Я доношу до вас информацию, которую Аллах Та'аля мне не спосылает. И добавляем к этому, что пророк Мухаммад не умел ни читать, ни писать. Поэтому источников информации просиживать часами в библиотеках, читать том за томом, где-то проводить время на лекциях, у него не было такой возможности. «Куль иннама ана башарун мислюкум». Я такой же, как вы, я такой же человек. «Юха илайя аннама илахукум илаху вахид». И из той информации, которую я вам доношу, Аллах Субхану Тааля, который не спаслал мне Аллах Субхану Тааля, я вам говорю и утверждаю, и подтверждаю то, что наш Господь, Аллах Субхану Тааля, Он один, единственный. И кто из вас «Фаман кана ярджу ликаа раббихи фальямаль амалян салиха». И кто из вас хочет довольства Аллаха, пусть делает благие деяния. «Валя юшрик би ибадати раббихи ахада». И никогда не в своих намерениях, в деяниях никого не примешивает, кроме Аллаха Субхану Тааля, делает благие деяния ради Аллаха Всевышнего. Получается, подытожим, пророк Мухаммад, саллаллаху, он обычный человек, у него была миссия, которую он выполнял, на пути которой ему пришлось много пережить, протерпеть, но, оставаясь пророком Мухаммадом, он показал нам, как жить, он показывал нам, как поступать во многих ситуациях, и также был разъяснителем информации, которую Аллах Та'аля нам не спаслал в Коране. Например, в Коране идет информация про намаз, пророк Мухаммад саллаллаху говорил: читайте намаз, как я его читаю. Не говорил каждому: теперь это делай, теперь то делай. Делай так, как я делаю. Когда он отправился в паломничество в хадж, он сказал: смотрите, как я делаю хадж, и делайте так же. Все условия, все пункты выполнения в хадже повторяйте за мной. Опять же, милость Аллаха, Коран есть, но этот Коран нам нужно было разъяснить. Лучшим примером для нас стал пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. Да, вот милость Аллаха Субхану Тааля в том, что, зная сущность человека, чтобы он не сказал, да, Аллах Субхану Тааля именно выбрал человека, чтобы не ангела, не джина выбрал, да, не сверхчеловека, да, выбрал он, хотя наделил пророка Мухаммада какими-то му'джиза, какими-то чудесами. То есть, чтобы человек не мог сказать: ну вот я же простой, я же там не ангел, да, чтобы он не сказал там, что вот я же вот ятим, а пророк сам был ятим, да, скажем так. Он чтобы не сказал, что я вот денег у меня нет, чтобы там религию вести, да. То есть все было сделано так, с мудростью Аллаха Субхану Тааля, чтобы человек не мог как-то себя оправдать и не последовать за пророком Мухаммадом саллаллаху. Поэтому нет нам какого-то, для нас каких-то отговорок, нет в сунне пророка Мухаммада какого-то такого тяжелого и невыносимого действия, которое бы мы не вынесли. Поэтому это нам назидание для того, чтобы мы пересмотрели свою жизнь и сделали какие-то выводы для себя. И передаю слово Ильнас Хазрату. Иншаллах, он завершит наш сегодняшний вечер.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, был примером для нас. Мы, альхамдулилля, про это разговаривали. Но какое отношение именно со стороны нравственности? То есть мы как должны изучить нравственность по отношению к пророку, саллаллаху алейхи вассалям? Во-первых, что такое нравственность? Что такое нравственность? Ученые говорят, нравственность – это адрес счастья человека. Адрес счастья человека. Либо по-другому, программа счастья человека. И если человек не имеет нравственность, то есть у него нет адреса счастья. Это как это понимать? То, что если человек не имеет нравственность, то будущее даже в религии он не ощущает сладость. Он не ощущает сладость, потому что именно сладость религии изучает нравственность. И человек, будучи нравственным, это мы не должны понимать, как просто со стороны, как ученые говорят, по нравственности люди делятся на несколько категорий. То есть один из категорий – это ахлюд дунья, то есть обладатели этого мира. Они просто смотрят на нравственность как хорошая одежда, то есть красивые слова, то есть только в этом направлении. А нравственность по отношению к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, нравственность по отношению к Аллаху, нравственность по отношению к семье, по отношению к самой себе даже, изучает ислам. И именно нравственность такое, то есть такая наука, где изучается внутренняя часть ислама, а не только наружная. Как ученые говорят, есть кабаир, то есть большие грехи балтина, внутренние вазахира и наружные. То есть наружные большие грехи мы и видим, альхамдулилля, да, знаем про них. Это как зина, прелюбодеяние, как убийство человека, либо души без на это права, то, что запретил Аллах субханаху ва тааля, и подобное к этому. Внутренние наши большие грехи – это как хусн, то есть зависть наша, да, и также уджб, допустим, самолюбие. И также ученые говорят, это не видеть благодеяние по отношению к тебе. То есть человек, который имеет уджб, самолюбие, он не видит благодеяние, по отношению, которое выполняется по отношению к нему. То есть вот это все внутренние большие грехи. Мы видим множество людей, где ругают даже мусульман. Да, именно это сладкое место для тех, которые намаз не читают, ругать мусульман с тем, что у них нет улыбки, у них в словах всегда жесткость, да, то есть они не умеют разговаривать красиво, да, то есть всякие вот такие моменты. То есть тем самым пока хотят показывать то, что не имеют нравственности. И красота ислама не показывается. Именно религия Аллаха субханаху ва тааля, в которую привез посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, в котором, то есть какой же был нрав посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям? Какой же был нрав, это имеется в виду, то есть какая же была внутренняя часть пророка, саллаллаху алейхи вассалям, будучи верующим. Аиша, радиаллаху анха, сказала, «Кана хулькуху Кур'ан». То есть ее нрав был Коран. То есть внутренне полностью копировал Коран посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. То есть насчет нравственности был, как Аллах субханаху ва тааля хвалил посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Хвалил о том, что он имеет самые лучшие, самые сильные нравственность. То есть посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, научил обращаться к младшим, говоря то, что кто не будет милостив к младшим и не знает хак старших, тот не из нас, сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. То есть он был прекрасным примером со стороны нравственности. И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям,
То есть он тот человек, которого выбрал Аллах Субханаху ва Тааля, и выбрал определенный период жизни, в котором даже последний аят, когда не спасался, когда все радовались, Абу Бакр, ради Аллаху анху, плакал. Почему он плакал? Потому что он узнал, миссия пророка закончена. Миссия пророка закончена, он уйдет из этого мира. Он это понимал и за это плакал. И сподвижники припоминания посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, они рыдали. При упоминании некоторые моменты посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, которые выполнялись, они также рыдали. Потому что была у них сильная любовь к этому человеку. Простой человек, как мы сегодня слышали, простой такой же человек, как и мы. Но он связан, должен быть связан с сердцем каждого человека в этом мире. Каждого человека. Но находят счастье только те люди, которые связывают этого человека со своим сердцем. Если человек хочет быть счастливым в этом мире, он должен связывать этого человека со своим сердцем. И вот это связывание, самое первое из адабов посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, ученые говорят, это вера к нему. Верить в посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. И вера, конечно же, мы сегодня, альхамдулилля, прекрасно, мы верим в то, что он существует, то, что он был. То, что был посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Но что включает в себе вот этот вопрос веры? Чуть-чуть хотел бы напомнить хадис, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, где говорится «Аддину насиха». Религия – это насиха. Кому? К Аллаху, посланнику и его книге, и для имамов мусульман, и для всех мусульман. И вот это насиха, ученые говорят, что такое насиха. Насиха – это чистые отношения. Это чистые отношения наши. И чистые отношения к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, это что? Это верить в него. Мы сейчас думаем, да, верим в посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Но обратите внимание, когда был Исра валь-Ми'радж, неверующие поспешили сообщать сподвижникам пророка, саллаллаху алейхи вассалям, об этом случае. То, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, поднялся на 7-е небо, увидел Масджид аль-Акса. Когда это сообщили, побежали к Абу Бакру, ради Аллаху анху. Некоторые сподвижники уже начали сомневаться в этом моменте. Абу Бакр, ради Аллаху анху, когда к нему сказали, если он сказал так, значит это так. Абу Бакр поверил. Это те люди, которые видели пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Это те люди, которые видели, жили около него, и даже те, которые жили около него, когда он что-то сообщал, сомневались некоторые. Но и почему Абу Бакр, ради Аллаху, назвали ас-Сиддик? Потому что он верил без сомнения в него. На сегодняшний день мы не видим пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Но верить в него в нашем сердце должно сильным быть. Она будет сильным в то время, когда мы будем это закреплять с хадисами и аятами, каждый раз вспоминая и задумываясь над тем, почему это было отправлено, почему пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал в это время то-то и то-то. И вторая из нравственных соотношений к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, это наша любовь к нему. Она также закрепляется только с тем, когда мы будем получать знания. Так же, как, допустим, любовь наша усиливается к Аллаху только когда мы изучаем его имена. Имена Аллаха субханаху ва тааля. Только тогда мы больше будем любить Аллаха субханаху ва тааля. Все больше, когда изучаем имена Аллаха. Когда все больше сиру посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, изучим не только сиру, а именно хадисы его, сунну его. Почему он в то время сказал то-то, то-то? И какая мудрость в этом? Когда, допустим, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, кто должен давать салям? То есть, ракиб аля маши ва маши аля каид. То есть, тот, который идет на лошади верхом, он должен давать салям тому, кто идет пешком. А тот, кто идет пешком, он должен давать салям тому, кто сидит. И у посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, спрашивали, а если два человека идут пешком, кто должен давать салям? И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, говорит, тот, кто ближе к Аллаху. То есть, когда оба встречаются, две пешком, дает салям кто? Тот, кто ближе к Аллаху. И здесь
вопрос, субханаллах, я хочу быть близок к Аллаху, я должен быть первым салям давать. И вот в этом месте мудрости пророк, саллаллаху алейхи вассалям, с одним маленьким словом, да, то есть научил людей стремиться к выполнению этой сунны. И еще один момент в этом хадисе, если что, обычно в людях, те, которые имеют богатую машину, и вообще тот, кто имеет машину, он выше. Он выше. Тот, кто идет пешком, он лучше, выше, чем тот, кто не может ходить, потому что тот нуждается. И обычно положение людей мы видим, как, допустим, как в начале нашего разговора начинали, то, что нравственное отношение наше включается в чем? Если смотреть со стороны мира только, это нравственно быть именно маленьким по отношению к большим. Из этого мира, если посмотреть, он видит именно мулюк, тех, которые выше него, а те, которые ниже, он не видит. Но пророк, саллаллаху алейхи вассалям, именно со стороны саляма научил так, то, что именно которые выше должны давать салям к тому, кто ниже. Хотя в то время пророк, саллаллаху алейхи вассалям, не запрещал быть кому-то выше. И с этими моментами, да, салям, то есть когда мы говорим салям, это зикр, как один сподвижник сказал, взял за руку одного табиина, вышел на рынок и говорит, я выхожу сюда только для того, чтобы давать салям. Тем самым даю одно, получаю 10. То есть кто-то торгует там с какими-то вещами, а этот сподвижник торгует салямом, говорит, ассаляму алейкум, ассаляму алейкум, ассаляму алейкум, за этим получает награду. То есть салям, это ученый говорит также зикр, за который мы получаем награду. И также нравственное отношение к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, да, это как, то есть один из них только хотел упомянуть, где Аллах субханаху ва тааля в Коране говорит, бисмиллахи рахмани рахим, сура Худжурат, бисмиллахи рахмани рахим, ла тарфау асватакум фаука саутин наби. То есть не поднимайте ваш голос выше голоса пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Да, после которого, да, мы знаем историю, один из подвижников, то есть не мог прийти, он рыдал из-за того, что у него был голос большой. И да, в этом вопросе мы сейчас не видим пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Он не около нас. Мы не можем, то есть, выполнить этот аят, то есть, если так посмотреть, не смотря на слова ученых. Потому что его нету около нас. Но ученые говорят, вот этот аят говорит для нашей жизни на сегодняшний день, говорит о том, что когда говорится хадисы пророка, саллаллаху алейхи вассалям, не поднимай голос. Слушать хадисы пророка, саллаллаху алейхи вассалям, не поднимая голос. Это еще и из нравственного отношения к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. И сегодня в рассказах мы видим, что сподвижники пытались брать себе, то есть пророк, саллаллаху алейхи вассалям, брали себе в пример во всей его жизни. Каждый в мелочных, маленьких отношениях. И они около него чувствовали себя спокойно, около него чувствовали себя богобоязненность у них сильная была, как даже мы знаем один раз, сподвижники подошли к нему и говорили, я Расуль Аллах, то есть это в то время, когда они считали себя мунафиками, да, то есть говорили, я Расуль Аллах, когда я нахожусь около тебя, я богобоязненный. Когда я отдаляюсь от тебя, то есть у меня как бы иман падает, богобоязненность падает. То есть и этот хадис указывает на то, что около посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, они находились в спокойствии. Это почему? Потому что у него был также прекрасный ахляк. Ведь Аллах субханаху ва тааля говорит, если бы ты был жестким, галид аль-кальби, лян фадду мин хаулик. Если бы ты был жестким сердцем, они бы отдалились от тебя. Они бы отдалились от тебя. И вот это пример брать себе также в свою жизнь, то есть брать именно хулик посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. И еще один хадис хотел бы тоже вспомнить, как один сподвижник пришел к табиину, то есть как они
любили пророка, саллаллаху алейхи вассалям, как они брали пример его хульк, его нравственность. Один из подвижников, пророк Табиину, взял его за руку, поздоровался с ним за руку, улыбнулся ему в лицо и сказал: ты знаешь, почему я это сделал? И Табиин говорит: я не знаю, но думаю, что ты желаешь только блага. То есть взял за руку, посмотрел ему в лицо, улыбнулся. И сподвижник сказал: один из дней посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, подошел ко мне, взял у меня за руку, улыбнулся мне в лицо и спросил: ты знаешь, почему я это сделал? То есть он повторил слово за слово то же самое, что делал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. И тогда сподвижник сказал: я не знаю, о посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. И тогда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: каждый раз, когда когда два мусульманина встречаются и здороваются за руку и улыбаются в лицо своему брату, то Аллах Та'аля прощает их до тех пор, пока они не ушли друг от друга. То есть повторил эту сунну таким же образом, как показал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. И вот множество примеров того, то есть какой был нрав у посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. И, конечно же, основная часть нашей нравственности по отношению к нему – это любовь к нему. Но любить его, то есть любить человека просто без знаний мы не можем. Это тоже самый маленький пример. Допустим, если у нас здесь лежит, допустим, какие-то камешки. Вот мусалля, допустим, лежит камешки. Мы не знаем, какие они камешки. Мы видим это как нечистое, допустим, лежит, его надо убрать. И мы будем стремиться его убрать. Только убрать и выкинуть. И потом, если бы нам сообщили, что это камешки, это золото, это дорогие камешки, в это время отношение наше сразу изменится к этому. Потому что камешки в это время уже мы его не выкинем. Мы его возьмем уже, потому что это золото. По отношению к нему у нас есть любовь. Потому что это богатство. А посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, такое богатство, что один хадис его дороже золота, дороже того, что мы имеем в этом мире. Потому что этим хадисом мы можем войти в рай. И встретиться с ним, с посланником Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. И пусть Аллах Субханаху ва Тааля сделает так, что мы говорили больше ему салават, потому что каждый салават, как ученые говорят, это дуа, это благое дуа посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. И за каждый салават Аллах Субханаху ва Тааля отправит нам 10 милостей и отправит также, то есть 10 грехов у нас прощается. И пусть Аллах Субханаху ва Тааля сделает так, чтобы мы были примером и со стороны ахляка, со стороны нравственности. То есть постарались брать именно нрав, который брали сподвижники посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, у самого источника, у посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Акулю каули хада, ва астагфируллаха ли ва лакум, астагфируху, иннаху гафур рахим, джазакумуллаху хайран. Аллахну рахмат яусын. Ильнас Хазрат. Так всегда. Так всегда. Если кому-то интересно, ему это не хватит. Если кого-то задевает, то ему охота дальше слушать и получать. Поэтому каждый хазрат, когда говорил что-то, он сделал намек, что надо больше изучать историю, больше изучать сиру и вносить в свою жизнь. Поэтому мы любим говорить, что мы мусульмане, что мы сунну выполняем, да, мы любим кайлюлю сделать, значит, как покушали, да, любим, значит, тарелку до конца протереть там, значит, за кем-нибудь, бисмилля это. Ведь 2 жены, нам охота по сунне. Нам охота по сунне, то, что нам охота по нафсу. А как пророк Мухаммад вел себя, как он делал то, что неохота было нафсу, да, что есть тахаджуд, есть саум, нафиль, да, есть еще у нас какие-то дополнительные намазы духа, есть у нас,
значит, возможность получать знания. Есть у нас, Аллаха шикр, мечети, дома Аллаха. Есть у нас устазы, у которых знаний можно взять. Поэтому пусть вот эта встреча, она будет толчком, какой-то мотивацией для каждого из нас, чтобы мы пересмотрели свою жизнь и действительно получили такой тон, что, вернувшись домой, чтобы мы действительно, я не знаю, вспомнили, что завтра джума, что надо суратуль Кахф почитать, что надо гусль взять, что надо джумга подготовиться психологически, а не просто забежать между работой как-то, да? Что нужно одеться пасу не в одеяние, что завтра джумга, что потом быстро придет понедельник, да, то есть это йомусаум, да, скажем так, то есть можно поститься в понедельник и четверг, то есть не просто как нам хотелось бы, а так как надо, так как по сунне, так как пророк Мухаммад ﷺ нам показал. Шуңа күрә Аллаһның рәхмәте өчен тыңлаган өчен. Әмма я бы дал бы возможность задать какой-нибудь вопрос, если у вас есть вопрос, если вы не устали. Мы держали вас, конечно, долго, поэтому, если вопрос есть, можете задавать. Они устали уже нас слушать. Яра, Аллаһның рәхмәте өчен, пусть этот сделайте намерение Аллах ризаллыгы өчен, и пусть Аллах Субхану простит нас всех, и, иншаллах, сделать это файда в йомуль кияма, этот вечер. Субханак ва бихамдик, ва нашхаду ан ла иляха илля анта, настагфирука ва натубу илейк. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух. الله أكبر الله